прилично плохую погоду, и рыба хреново ловится. Что делать? Что делать? Что делать? Надо ловить ту рыбу, которая в плохую погоду должна ловиться. Хорошо ловится. Это налим. Ну что, у нас давно изобретен, у нас называется октом. Половим на октом. Вроде крючки по-русски. На крючок. Так, заготовки сейчас сделаем. Выдержит? Выдержит. Первая палка под октом. Таких палок девать некуда. Сейчас мы понаделаем. Это что? О, белье. Ой, ты, блин, царапается. Это что? Ветровал? Ветровал. Очень хороший ветровал. Так. Но низ толстый нам не нужен такой. Ну, пойдет, пойдет. Так, сейчас надо сосчитать, сколько я сделал. Идет легкая изморозь. Капель особо не видно, но лес как будто в тумане. Так, считаем, сколько мы накромсали палок для оптима. Раз, два, три, четыре. Ну и 5. Нам хватит. 5 оптимов поставлю. Крючков на налима. Жерди для оптимов порубали. Ну и в завершение легкая физическая работа. Можно сказать, бытовая. О, чё? О, не понял. Это редиска. Где ты там деревяшку нашла? Корневище какое-то нашла. Пошли, давай. Не сопротивляться. По болоту, надеюсь, пеньков нету, а то в руках, когда на прицепе, то разлепится. Карликовая береза на болоте тоже вся пожелтела. Что ни говори, тоже береза. И тоже желтеет. Так, ну по лесу придется в руках тащить. Не могла доскакать. Ну что, пошли в руках. Нормальная погода. Подумаешь, ветерок с ног сбивает. Да, однако. В начале дня замерз. А сейчас пока нарубал и принес бензин, зажарился. Фу, жарко даже стало. Валерий, ты там сказал, оптимы у нас есть. Я вот достал их, нашел. Сколько? Сейчас сосчитаю. Раз, два, 7 штук. Тут здоровые крючки есть. Ну, 7 так 7. Далеко ездить не надо, тут напротив кинул. Как думаешь, хоть один налим попадет? Ведро налил. Надо сейчас рыбу приготовить. Валерий, как думаешь, ночью вода в умывальнике понадобится? На всякий пожарный налью. Во. Вдруг медведь будет пробегать и нас испугается. Ну что, готовимся к завтрашнему дню. Ловли налимов октимами. Октим это, в принципе, крючок и проволока. Вот все таки. Октим. Первый пошел. На живца, конечно, интересно было бы попробовать. Но все дело в том, живцом это там на водоеме надо жить. Так, ну и так далее. Ну, последняя стадия подготовки. Это к октиму прицепить леску. Ну, это у нас октим. Готовый к употреблению. Второй пошел. Ну и так далее. Ну я же говорю, вода ночью пригодится. С октимами повозился, с рыбой. И руки грязные стали. Шо мы, немцы, что ли? Экономить воду. Так, Шольцу не смотреть. Другу давится от зависти. Вот то ли дело. О, красота. Позавчера, когда мы сети кидали, стояла такая хреновая погода, что на обратном пути думаю, да нафиг, рыбы ничего не попадет. Одна-две штуки. Поэтому я там
жерди приготовил для октума. Думаю, в плохую погоду налим должен попадаться. Приготовил для октума жерди. А тут рыба попала, в принципе, ну, я бы сказал, неплохо. Но так как октуму приготовил, Налимы тоже нужно. да, На налимов поставить. налиму вкуснятина, поэтому пойду сбегаю, октуму на налимов поставлю. Чтобы добро не пропадало, пойду поставлю. Давай. Ну, надеюсь, до темноты успею. Постарайся. Сильно далеко ездить не буду. К слову сказать, солнце спряталось. Осень она такая. Может, погода завтра уже вообще хреновая будет. По крайней мере, достаточно низкая температура. Налим должен оживеть после жаркого лета. А вода прилично прибыла. Ну, посмотрим, что будет. Так, где мои палки? Ну что, понеслись покупка. Первый, следующий. Давай. Чужой. Ха, не драться. Ну, весло, надеюсь. Ой-ой. Весло так классно кинул, даже не намочилось. Не улетело, даже не намочилось. Ну, дожди шли эти дни, будь здоров. Сейчас откачать надо воду. Что, прогрелся? Поехали. Я обычно ставлю на перепадах. Мелкая песчаная вода резко уходит на глубину, тут я и ставлю. И налим, в принципе, предпочитает одни и те же места. Поймал с одного места, в будущем году обязательно здесь будет. Вот мелко-мелко. Ух, почти на 2 метра падает глубина. Коль, по моим понятиям, второе место, где налим хорошо берет, это напротив ям. О, отлично. Напротив ямы классный такой перепад. Продолжаем развлекаться. Тут еще и деревья попадали. А что мы палку будем тратить? Это больше для щуки подходит. Щука тоже может попасться. Поставим конец упавшего дерева. Рыба булькает. Ну, где рыба булькает, там и обитает. Старается, по крайней мере. Ну, ловись, рыбка большая и маленькая. Съездим до других хороших мест. Меня всегда удивляло это место. Камней тут девать некуда. Говорят, налимы камней предпочитает. Что-то ни разу тут налимов поймать не мог. Камни есть, а налим не хочет попадаться. Что делать? Мы сейчас на границе песка камней с одной стороны и с другой стороны поставим. И посмотрим, будет попадаться или нет. Ну что же, для этого нам в каменистое плато зайти надо. Тут не заедешь, и клин побьет. Я в этом месте октумы на налима никогда не ставил. Ну просто интересно. Песок сюда на глубину идет, вдоль берега протока бьет, а там у меня камни лежат. Ну, посмотрим. Ну а здесь в конце травы обычно щука берет. Поэтому больше на щуку здесь стоять.
На берегу свежий след норки. Когда рыбы нету, что ей тут делать? Проверим. Сейчас сюда вот воткнем. Пока стоял в заливчике, кто с другой стороны кто-то булькал и булькал. Норка что ли там ловит? Ладно, там тина. Мы сюда кинем один октом. Где норка, туда и ставим. Как раз. Ловить рыбка большая. Большая. Лучше большая, не маленькая. Но лучше большая. Через час темно. Приехали. Валерий, прием. Ну я приехал, сейчас пойду домой. Слушай, тогда, может быть, я костер разведу, кушать, варить, да. Иди, первый сорт, очень хорошо, давай. Варить. У тебя предложение есть? У меня пшено. Хорошо, давай пшено, так пшено. Хорошо. Сида каша, пища наша. Так, все. Приехали. Стоять.